Приоритетная роль в проекте «Открытые сообщества. Открытые СМИ», стартовавшем в Кыргызстане в 2019 году, отводится решению проблем в регионах. Итогом первого года работы проекта стал медиаплан, включающий 9 основных направлений. Права человека, медиаграмотность, вопросы экологии, миграции, молодежной политики и социального партнерства. Для решения этих региональных проблем мы организовали открытые диалоговые площадки, где представители властей могли открыто встретиться с гражданскими активистами и выработать пути решения. Таких площадок было 7, а мы организовали их в каждом регионе нашей страны. Одной из основных тем обсуждения на диалоговых площадках был вопрос регионального развития. Так, в Баткене обсуждался проект особого экономического статуса этой области. Хочу спросить о концепции развития. Я уже 10 лет о ней думаю. На сегодня существуют программы развития еще от прошлых властей. Есть проекты, которые работают. Почему мы эти проекты не реализуем и переносим назад каждые 5 лет? Артқа тартышыбыз керек деген ой. Кайракы жерди сугат жерине категориясын өткөзүү боюнча трансформация маселелери. Мы говорили о землях, о поливе, о трансформации земель. Это тема ответственности. Но мы за 30 лет так боимся сами себя, сами себе мешаем, боимся коррупции. Мы сами себя ограничили и превратили все в бюрократию. Теперь мы должны найти консенсус, найти грань. В связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе не остались без внимания и вопросы приграничных проблем. До каких пор баткенский народ будет погибать? Нам нужен мир для баткенцев. Почему вы этого не видите? Сидят депутаты и не интересуются. А когда они приезжают сюда, конфликт заканчивается и есть погибшие. А в городе Каракол обсуждались вопросы развития туристической отрасли и экономики Иссык-Кульского региона. Все знаем, что Иссык-Куль очень богат термальными источниками. Использование термальных источников позволит выйти на круглогодичный вид туризма, плюс позволит экономить турсектору на потребление электроэнергии. В дополнение к традиционному туризму и оздоровлению, независимые эксперты предложили активнее развивать и другие отрасли экономики. В наших горах эти земли никогда не видели ни грамма, ни пестицида, ни химикатов. Это чистые земли. Вода там чистая, воздух чистый. То есть мы можем получать экологически чистую продукцию. Мы можем все это отправлять на экспорт. И никто в этом регионе с нами в этом конкурировать не сможет. Сегодня вопросы экологии остро стоят по всему Кыргызстану. Поэтому они стали темой обсуждения сразу нескольких диалоговых площадок. В городе Майлюсу, в поселке Минкуш, в поселке Каджисай и в поселке Шикафтар урановые отходы. Причем они имеют высокий уровень радиации. В городе Карабалта, вот как я говорила, действующий комбинат, урановые отходы. И отходы тория, тоже радиоактивные вещества, в поселке Актюс и Орловка, это Чуйская область, тоже высокий уровень радиации. Все эти хвостохранилища расположены в недалеком расстоянии от стоков рек и представляют собой большую опасность. Ухудшение экологической ситуации – характерная проблема большинства крупных городов нашей страны. Так, на диалоговой площадке в Чуйской области эксперты предложили пути выхода из сложившейся ситуации. Риски, которые, как вы видите, застройка, рост населения города Бишкек, внутренняя миграция очень большая, соответственно, нормы нужно увеличить. Автотранспорта в нашей стране очень большое количество. Мы даже все другие европейские страны превышаем. Ну и вот единственным спасением на данный момент, какие решения? Одно из решений – это озеленение. Именно что мы предлагаем. И, конечно же, самой обсуждаемой темой площадок стала проблема миграции. Этот вопрос остается актуальным для любого региона Кыргызстана. Бүгүнкү күндө эксперттик баалоолор боюнча
1 миллиондан ашык кыргызстандык мигранттар. На сегодняшний день, согласно экспертной оценке, более 1 миллиона мигрантов находятся за рубежом. Для Кыргызской республики самой существенной, самой основной политической задачей является защита прав наших граждан, когда они находятся в трудовой миграции за рубежом. На диалоговых площадках обсуждались не только проблемы соотечественников за рубежом, но и методы снижения внутренней миграции. Если все приходящие инвестиции будут направляться только в Бишкек, Токмак и Ош, то внутренняя миграция из регионов будет только усиливаться. Такие инвестиции должны обязательно направляться в Нарын, Талас, Чоналай, Лейлек. Если мы не будем способствовать обратной миграции, то есть опасения потерять регионы. Трудовая миграция порождает широкий спектр социальных проблем. В первую очередь это сказывается на семьях самих мигрантов. В Нарыне есть кризисный центр Ару-Телек. Там мы временно принимаем семьи в сложной жизненной ситуации. В то же время количество мест ограничено по госзаказу. В этом году большинство там были мигранты и их дети. Родители уезжают, а дети остаются здесь. Это приводит к большим проблемам. Если посмотреть на статистику, многие дети, которые подвергаются насилию, являются детьми мигрантов. Также одной из важных тем обсуждения стала роль молодежи в развитии нашей страны. Чтобы Кыргызская республика стала цивилизованной страной, мы должны заложить 3 основы стейт-маркета. То есть отношений страна, общество, экономика или бизнес-среда. Эти 3 понятия должны быть задействованы. Здесь я хочу отметить, что особую роль играет молодежь. За 6 месяцев интенсивной работы проект «Открытые сообщества. Открытые СМИ» провел 7 диалоговых площадок в каждом регионе Кыргызстана. В них приняли участие более 350 человек – гражданские активисты, журналисты и представители государственных органов. В ходе открытых дискуссий были разработаны возможные пути решения самых злободневных проблем, что позволяет проекту перейти к реализации основной цели диалоговых площадок. Все вопросы, которые были подняты на диалоговых площадках, проведенных в регионах, будут собраны в один единый документ, который мы предложим правительству и парламенту для того, чтобы они стали частью дорожной карты, концепции по информационной политике нашей страны.